Сложно записаться к врачам через госуслуги. Такие жалобы поступают в Минздрав Коми после внедрения в медицинских учреждениях новой информационной системы на базе единой цифровой платформы. Напомним, переход произошел в ноябре прошлого года и продиктован федеральными требованиями. Однако работа в новой системе до сих пор сопровождается сбоями, вызывает недовольство не только пациентов, но и медицинских специалистов. Минздрав Республики Коми требует от разработчика программы дочерней компании Ростелекома скорейшей доработки и устранения всех недочетов. Ольга Коняева разбиралась в ситуации. С ноября прошлого года медучреждения Коми работают в новой информационной системе на базе единой цифровой платформы. Однако с ее внедрением у пациентов стало больше жалоб по записи к врачам, в частности, через портал госуслуги. Переход на новую систему привел к тому, что в Ухте стало невозможно записаться к педиатру. В Печоре уже месяц нет возможности записаться через госуслуги к врачу, потому что пропали из списка 3 взрослые поликлиники Печорской ЦРБ. Спасибо, что через регистратуру записалась при личном посещении. До этого из списка врачей пропали некоторые специалисты. К ним тоже можно было записаться только по телефону. Через госуслуги – никак. После перехода на новую систему не могу записать детей на прием к специалистам в Ухтинскую поликлинику. Нижний Одесс. Все красиво говорят об этом, но очень проблематично попасть в женскую консультацию. Сделайте запись, доступной в женскую консультацию, соответственно, к мамологу. И даже через госуслуги редкость попасть на прием. Федеральные требования к работе региональных медицинских информационных систем изменились в 2020 году. Потому и было принято решение перейти на новую систему, от которой в теории должны быть только плюсы. Бесперебойное взаимодействие с госуслугами в части как раз записи к врачам, на диспансеризацию, вакцинацию, отображение на портале личных медицинских документов, безбумажный документооборот медицинских организаций с другими ведомствами. Через госуслуги вообще не попадешь. Во сколько пытался записать мать, неделю, заходил в 7 часов ровно, бесполезно. Да. Очень сложно. Очень сложно. Пока ты заходишь на госуслуги, номерки могут просто пропасть. А вот на госуслугах пробовали записать? Пробовала, никогда нету. Сейчас вот последний раз, правда, получилось после Нового года. Было 2 номерка, а так никогда не запишешься. Медицинская информационная система на базе единой цифровой платформы разработана дочерним предприятием компании Ростелеком. Ее внедрение в Коми длилось 1,5 года, однако доработка программы продолжается и по сей день. Работает не только Республика Коми на этой платформе, но и ряд других субъектов, которые сталкиваются с такими же трудностями. И те доработки, которые будут сейчас проводиться, запланированы к проведению, они будут касаться и всех регионов, не только Республики Коми. Основная, конечно, сложность сейчас возникает это с участковыми специалистами, то есть нет возможности записаться именно к своему участковому специалисту. Потом у нас сложность с записью к узким специалистам, которые имеют смежный профиль, это врачи-неврологи, потому что и взрослый, и ребенок может записаться к неврологу, отоларингологу, такие специалисты, как зубной врач. Заложниками в этой ситуации оказались не только пациенты, но и медики. Система часто дает сбои при выполнении простых операций. В итоге затягивается прием одного пациента, остальные ждут в очереди, раздраженные и с нападками на врачей. Медучреждениям республики пришлось вернуться к бумажным направлениям на лабораторные исследования. От компании-разработчика новой системы последовал письменный комментарий. В ответе указано: стабилизация работы – процесс сложный, как на уровне централизованной системы, так и в каждой отдельно взятой медицинской организации. Период стабилизации такой большой и сложной системы после ввода в промышленную эксплуатацию зачастую сопровождается временной нестабильностью и краткосрочными перерывами в работе системы из-за ее донастроек, миграции данных из старой системы, а также привыканием пользователей к работе с новыми интерфейсами и бизнес-процессами. Ряд возникающих сложностей может быть связан не со сбоями или ошибками МИС, а с некорректными настройками со стороны отдельных медучреждений или конкретных автоматизированных рабочих мест. Так, пациент не сможет записаться на прием через госуслуги, если в настройках врача не выбран тип записи, запись через электронную регистратуру и регистратуру ЛПУ. Не заведено расписание или некорректно настроена структура медицинской организации. Кроме того, пишет разработчик, в Коми система взаимодействия с порталом госуслуги дорабатывается под индивидуальные требования региона, что тоже влияет. За регионом закреплены сотрудники компании, которые помогают решать частные случаи и оказывают адресную поддержку медицинским учреждениям.
При этом система полностью работоспособна. Минздрав Коми тем временем фиксирует все отклонения в работе системы и пытается добиться от подрядчика ускорения процесса доработки. На ежедневной основе проводится ВКС с участием заместителя генерального директора или генерального директора РТМИС, где мы еженедельно проговариваем сроки по устранению необходимых замечаний. И, к сожалению, вот с ноября месяца, когда мы выявили отклонения в работе системы, эти сроки передвигаются. То есть на сегодняшний день нам обозначили сроки апрель и май 2023 года. Мы со своей стороны, конечно, считаем, что это недопустимые сроки. На уровне регионального и федерального Минздрава принято решение закупить в наш регион дополнительное оборудование для размещения медицинской информационной системы на серверах Минздрава России. Так будут исключены случаи неполадок, которые возникают на ресурсах Ростелекома. Перенос системы ожидается во втором квартале этого года. Ольга Коняева, Дмитрий Булаев, телеканал Юрган.